Скородумскую 7-летнюю школу Усть-Куломского района закрывать не будут. Об этом на встрече с жителями заявил руководитель муниципалитета Сергей Рубан. Школьники в противном случае, это порядка 50 человек, должны были бы ездить на учебу в Помоздино. Впрочем, определенные изменения все-таки будут. Слово Елене Кононовой. В соцсетях, на улицах Скородума и в соседних селах активно обсуждают закрытие местной 7-летней школы. Школа это есть учитель, ребенок, родитель. Вот 3 таких товарища, извините меня, которые организуют эту учебу. А во что мы превратили? Болтологию. Кому не лень? Коменка кодла, а будешь ей гогнала школа-то. Сергей Рубан поспешил успокоить людей, выехал на место и сделал заявление. Скородумская школа будет работать и дальше, в том же составе, как и было. Сегодня никто ликвидировать Скородумскую школу не планирует. Более того, вы помните, на собрании было озвучено Оксаной Васильевной, то, что у нас имеется сегодня предписания, не исполненные по ряду направлений по школе Скородумской. На их устранение требовалось почти 500 000 рублей. Мы вместе с депутатами еще предыдущего созыва Совета района смогли найти эти деньги. И сегодня все предписания по основному зданию Скородумской школы устранены. Если бы сегодня были бы планы по ликвидации этих зданий, наверное, бы не было смысла вкладывать эти деньги, мы бы этого делать не стали. Сложившуюся ситуацию вокруг деревенской школы власти объясняют управленческим кризисом. Накануне нового учебного года учреждение осталось без директора и завуча. И желающих на эти должности нет до сих пор. Единственная мысль, которая пришла, правильная, я считаю, мысль на этом этапе – реорганизация. Видите, очень некрасиво звучит реорганизация, все опять считают, что это ликвидация. Это уже успешно примененный опыт в Усть-Куломском районе, не только в Усть-Куломском районе, слияние 2 юридических лиц. Да, Скородумская школа, единственное, что здесь меняется, будет заменено название. Это будет Помоздинская школа, но все корпусы, дети, учителя, они сохраняют нагрузку. Дети сохраняют возможность учиться в родной школе. В большей степени изменения коснутся руководства Помоздинской школы. Плюсы очевидны. Небольшая финансовая экономия, кроме того, в 2 раза уменьшится количество проверок надзорными органами. По словам Сергея Рубана, положительный опыт слияния школ уже есть на примере Югдяк-Белоборск, Нижний Воч и Верхний Воч, Лопювад и Тимшер. Елена Кононова, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.